Шуму техники и звону молотка жители селения Альгетти только рады. Долгожданную новую школу на 250 мест скоро откроют. В июне прошлого года определили территорию и начали строительство. К началу марта уже успели завершить большой фронт работ. Закончили мы полностью железобетонные конструкции, кладку закончили, стены, перегородки. Сейчас в данное время работы идут электромонтажные. Уже на втором этаже заканчивает, там остается еще один этаж. Отопление, водоснабжение, водоотведение, система вентиляции. Из-за горной местности объект возводится в довольно стесненных условиях. Объем полезной площади вместе с застройкой составил порядка 3500 квадратных метров. По проекту отвели отдельную территорию для детской и спортивной площадок. Вот как будут выглядеть детские площадки. Это покрытие. Это резиновое покрытие, плитка, дорожки здесь. Вот это баскетбольная площадка. Здесь для разных возрастов классы. Здесь беговая дорожка для прыжков. И вот вокруг плитка, вот дорога, ну, чтобы спецтехника могла заезжать, выезжать. А вот это все, это уже плитка. Здесь вот это выгребная яма была, мы ее заменили на очистные сооружения, и чтобы вода не попадала в рамхи, сделали еще поглощающие колодцы. Здание школы запланировано трехэтажным. В школе будет 30 кабинетов, актовые и спортивные залы, а также столовая на 100 человек. Сейчас рабочие трудятся над монтажем электрики, системой водоотвода и водоснабжения. Впереди отделочные работы. Осталось нам сейчас вот приступить к штукатурке. Штукатурка, шпаклевка, ну там отделочные работы. Здесь мы сейчас, пока мороз не спадет, приостановили тут по благоустройству. Благоустройство мы сейчас вот до Судова уже бордюр выведем, все уже отсыпаем под асфальт. В сельском поселении Альгетти живет порядка 400 человек, и почти в каждой семье есть дети. Местные жители ждут, когда у них наконец появится большая и современная школа. Ведь сейчас ребята вынуждены ютиться в маленькой одноэтажной школе, построенной 20 лет назад. 11 классов, 160 детей и всего 9 учебных кабинетов. Правда, учатся в 2 смены, но это все равно мало для полноценного учебного процесса. Все, конечно, очень рады, что обучающиеся наши дети все будут получать образование в новой школе, где все будет соответствовать современным требованиям для обучения. Также педагоги получат возможность работать в более комфортных условиях и показывать свои результаты в виде успешных учеников. Весь стройматериал сюда привозят из Назрановского района. Работы идут согласно утвержденному графику. Школу планируют открыть в сентябре этого года. Идрис Ижиев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.